О самых заметных событиях четверга, 13 июля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот основные темы. Более сотни лесных пожаров на особом контроле, 5 районов. Глава Якутии А.С. Николаев провел совещание с федеральными руководителями. Хватает ли сил и средств? В Алданском районе продолжают фиксировать случаи укусов клещей. Пострадали более 100 человек. Напомним, меры предосторожности. На страже честных выборов открылся штаб общественного наблюдения при Общественной палате республики. Сколько наблюдателей готовят к голосованию? Больше 30 лет в Нерюнгри открыт яхт-клуб «Парус». За это время клуб стал молодежной организацией развития водных видов спорта. Какие знания тренеры передают воспитанникам? Мурбай в Ленском районе. Баба-Яга на конкурсе красоты, песни собственного сочинения и сало в ржаном хлебе оценили гости турслета. И в начале новость, которую мы получили буквально перед началом выпуска. Церемония открытия 14-й спартакиады по адаптивным видам спорта «Джулур» в Амге перенесена на завтра. В Амгинском районе разыгралась непогода, прошли сильные дожди, поэтому церемонию открытия проведут завтра в 11 часов дня. Наши каналы покажут это событие в прямом эфире. Для борьбы с лесными пожарами авиалесохрана перебросила в республику самолет-зондировщик Ан-26 «Циклон». Ранее воздушное судно применялось в борьбе с пожарами в Магаданской области. Об этом сообщили на совещании главы республики А.С. Николаева с участием замглавы Рослесхоза Алексея Венгелинского и начальника авиалесохраны Дмитрия Селина. Так, на начало суток в Якутии действовало 122 лесных пожара. Больше всего возгораний по-прежнему в Алданском районе. Но по пройденной огнем площади лидирует Усть-Майский район. В целом, на совещании с главой представители федеральных структур отметили высокий уровень подготовки республики к пожароопасному сезону, своевременное выделение финансирования и привлечение сил и средств для борьбы с огнем. Подробности совещания у Александра Хавренко. Несмотря на то, что в 2023 году и количество пожаров, и площадь, пройденная огнем, больше, чем в 2022, в целом ситуация с природными пожарами лучше, чем среднестатистическая за прошедшие годы. Республика к пожароопасному сезону подготовилась, было предусмотрено финансирование и резерв сил и средств на борьбу с пожарами. Средств республики в этом году достаточно для работы на пожарах штатных. Я должен отметить, что сохранено федеральное финансирование 1 600 000 на тушение пожаров. Республика выделила серьезные деньги в размере 1 миллиарда рублей на леспожарную службу. Поэтому в этом году республика силами и средствами для тушения пожаров обеспечена в полной мере и лучше, чем в прошлые годы. Большой вклад в борьбу с пожарами вносят бойцы авиалесоохраны, пилоты-наблюдатели, выявляющие очаги пожаров, и парашютисты пожарные, работающие в самых труднодоступных районах. Для борьбы со стихией применяется воздушная техника, самолеты-зондировщики и вертолеты с водосливными устройствами. В настоящий момент уже потушено более 6 пожаров. Также проводится дополнительное тушение еще 10 пожаров. В настоящий момент в основном это Усть-Майский район, и Алданский, и Алекинский район. То есть работаем в наиболее отдаленных территориях республики Саха-Якутия. Дополнительно сюда прибывает еще 100 человек резервов ОБО лесохрана. И, как уже было сказано, 4 вертолета Ми-8 выполняют работы как по госзаданию, так и оказывают содействие в доставке сил и средств региональных сил по тушению лесных пожаров. Несмотря на сложность обстановки, пожары в республике не угрожают населенным пунктам и объектам экономики. А в ближайшее время оперативная группировка пожарных в Якутии будет наращиваться за счет переброски лесопожарных из других регионов. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Также лесопожарную обстановку обсудили на республиканском уровне на совещании оперштаба под руководством первого вице-премьера Дмитрия Садовникова. На особом контроле властей остается ситуация в Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Тампонском и Среднеколымском районах. Первый зампред проинформировал о визите представителей федеральных структур. Также обменялись мнениями, прозвучали рекомендации для руководителей министерств и ведомств по борьбе с лесными пожарами. Дмитрий Садовников дал поручение о технической готовности для борьбы с огнем. Коллеги работают довольно некоторое время, которым
идет консультация, практическая помощь. Это мы связываем с тем, что введен режим межрегионального реагирования чрезвычайной ситуации. И здесь, безусловно, их совет, их помощь мы ощущаем. И в этом плане сегодня на уровне главы республики Алексея Сергеевича прошла рабочая встреча, совещание. В Алданском районе продолжают фиксировать случаи укусов клещей. Уже зарегистрировано 117 пострадавших, что больше, чем за весь прошлый год. Эпидемиологи предупреждают население о мерах безопасности, так как начался сезон сбора ягод и грибов. Подробнее расскажет Руслан Павлов. Эпидемиологический анализ показывает ежегодную динамику нападения клеща на человека. И еще только середина лета, а количество укушенных уже превысило показатели прошлого года, несмотря на санитарную обработку парков и зон отдыха в Алданском районе. Клещей, конечно, стало меньше после акарицидных обработок, но нападение клеща на человека все-таки регистрируется. На сегодняшний день уже 117 нападений зарегистрировано. И это больше, чем за весь период прошлого года. То есть населению необходимо соблюдать требования безопасности при посещении природы, а также вакцинироваться. Уповать на случаи не стоит, продолжают эпидемиологи. Тем более, что начинается сезон сбора дикоросов, а клещу даже дождливая погода не помеха. Клещ на это никак не реагирует, просто люди перестают посещать природу, и, соответственно, нападений будет меньше. Но как только люди, даже если в дождь пойдут на природу, он также будет нападать. Успокаивает лишь тот факт, что небольшой процент клещей заражен каким-либо вирусом, но где гарантия того, что энцефалитный паучок не прицепится к вашей одежде и не решит попить вашей кровушки. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Российские регионы смогут самостоятельно решать судьбу бродячих животных. Госдума приняла поправки к закону об ответственном обращении с животными, согласно которым регионы наделяются правом самостоятельно решать судьбу бездомных собак и кошек. Всего парламентарии приняли 25 тысяч обращений по готовящимся поправкам. При этом уже действующая система отлов, стерилизация, вакцинация, возврат не потеряла силу. А дополнительные мероприятия по регуляции численности животных регионы смогут принимать на основании методических указаний федерального центра. По поручению главы республики в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья с февраля продолжается прием детей и семей участников спецоперации. На сегодня прошли соцреабилитацию 110 членов семей бойцов. В центре предлагают различные процедуры, массаж, разработанные специальные программы с педагогами и психологами, оборудована игровая комната с виртуальной реальностью, в которой проводят VR-интерактивные занятия. Они так же, как все дети, которые приходят к нам за помощью, проходят комплексную диагностику. И после диагностики к ним делается маршрут реабилитации. С родителями проводится хорошая психологическая помощь. Также они получают фиточаи, успокоительные, витаминные, и также гидрованну. Таким образом мы продолжаем. И с понедельника у нас начался новый заезд. Приехало 10 человек, из них 7 детей и 3 взрослых. И в понедельник ждем еще 2 семьи. Что делать гражданам, у которых имеются долги и поступают звонки от банков, микрокредитных организаций, коллекторов, или так называемых профессиональных взыскателей? Ответ на вопрос искала Лена Андреева. Наша съемочная группа познакомилась с жительницей города Якутска, которая взяла кредиты на сумму 700 тысяч рублей. Однако по непредвиденным обстоятельствам ей стало сложно выплачивать кредиты. Поэтому ей стали названивать банки в день по несколько раз и при этом угрожая. В 2020 году и практически я не смогла вернуть эти кредиты. После этого начались звонки по 8-15 звонков в день. Меня оскорбляли, меня унижали мое человеческое достоинство. Не давали спать ночами, хотя я человек такого пожилого возраста, но практически это было терпеть невозможно. Потом стали угрожать, что приедем домой с комиссией, вывезем все вещи, арестуем все то, что есть у вас. Даже тот телефон, которым вы пользуетесь, он у вас будет отнят. Поэтому приготовьтесь. Я была вынуждена обратиться в Федеральную службу судебных приставов для того, чтобы они имели какое-то влияние на банки, для того, чтобы меня оградили от этих посягательств, потому что дальше так было жить невозможно.
Что делать, если вы попали в такую ситуацию? Первым делом необходимо подкрепиться будущими доказательствами. По возможности сделать запись разговора, а если это сообщение, то их скрин. В зависимости от обстоятельств и содержания угроз, обращение подлежит рассмотрению как службой судебных приставов, так и иными правоохранительными органами. Именно так с жалобой на банковские организации в службу судебных приставов обратилась жительница города Якутска. По результатам рассмотрения обращения заявительницы должностными лицами Управления Федеральной службы судебных приставов приняты меры, а именно в отношении 2 кредитных организаций составлены протоколы административные, также назначены наказания в виде штрафов в размере 50 и 60 тысяч рублей. Постановления должностных лиц вступили в законную силу. Что интересно, профессиональные взыскатели допускают ряд нарушений. В основном это многочисленные звонки с нарушением норм законодательства. Так, например, законом предоставлено право кредитору взаимодействовать с должником одним звонком в течение дня, но не более 2 раз в неделю. Также выявляются нарушения по времени взаимодействия после 22 часов или до 8 утра по местному времени. Поэтому перед подписанием договора о займе и кредитах внимательно читайте условия взаимодействия, храните свой экземпляр договора и справку об отсутствии задолженности как минимум до 3 лет после полного погашения. Лена Андреева, Павел Пахомов, Якутск. Но в МФЦ призывают граждан отказаться от ламинирования документов. Ламинирование, между тем, остается самым популярным способом у людей уберечь важные бумаги от повреждений. Однако впоследствии многие сталкиваются с огромными трудностями при предъявлении этих документов. Согласно статье федерального закона, ламинирование приравнивается к порче, что делает документы недействительными. Гражданам настоятельно рекомендуется прибегать к таким способам защиты, как обычные обложки, файлы и папки. Ламинировать можно лишь распечатки документов, которые полностью перешли в электронный формат, например, СНИЛС и ИНН. Согласно части 1 статьи 9 Федерального закона об актах гражданского состояния, ламинирование документа приравнивается к порче документа. Если свидетельство о рождении было заламинировано, то необходимо обратиться за повторным получением документа. Подать заявление можно электронно через портал госуслуг, в ЗАГС напрямую или же в офисах Центра «Мои документы». Идем далее. В Нижнем Бестяхе ремонтируют центральную улицу. Финансирование выделено из Дорожного фонда республики. Ремонтная бригада работает в ночное время, так как через внутрипоселковую центральную улицу проходит федеральная дорога Лена. По завершению работ трасса будет покрыта двухслойной дорожной одеждой, асфальтобетоном. На сегодня бригада закончила нижнюю кромку слоя. Протяженность ремонтируемой улицы 705 метров, а общая площадь около 5000 квадратных метров. В рамках этого проекта, не меняя бюджета, соответственно, не увеличивая сметной стоимости, для обеспечения вот этих межремонтных сроков и увеличения надежности руководителям организации было принято решение увеличить конструктив в большую сторону за счет средств предприятия. Также будет выполнено примыкание к православному храму, тоже в асфальтобетонном покрытии. Якутяне подали 12 тысяч заявок на бесплатное подключение к газу. Сегодня Якутия – лидирующий регион на Дальнем Востоке по реализации президентской программы. 12-тысячным участником проекта догазификации стал житель Якутска Владимир Махаров. По его словам, о соцгазификации он узнал из новостного сюжета, после чего подал заявку на сайте госуслуг. На сегодня оператор уже подготовил проектную документацию по газоснабжению. К дому 12-тысячного участника проекта догазификации бесплатно построят и подведут газопровод ввод до конца года. 96 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет создадут в частных садах Якутска по нацпроекту «Демография». Так, на эти цели 18 детсадам направят 11 миллионов рублей. Завершен дополнительный конкурсный отбор частных организаций на предоставление федеральной субсидии в этом году. Итого, с начала года в Якутске будет создано почти 400 дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 лет в частных детских садах.
На страже честных выборов начал свою работу штаб общественного наблюдения при Общественной палате республики. Штаб будет взаимодействовать напрямую с районами и координировать ход голосования вместе с общественными наблюдателями. О том, сколько наблюдателей хотят направить в районы, узнавала Мария Кардашевская. Общественные наблюдатели на выборах гарантируют обеспечение законности, гласности и прозрачности избирательного процесса. Для этого каждый наблюдатель прошел специальное обучение. Теперь они смогут контролировать все происходящее на избирательном участке и фиксировать возможные нарушения. Каждая партия имеет выставить своего наблюдателя. И вы представляете, настолько сложный процесс, и там противоречивые вообще структуры находятся. И это как раз обеспечивает ту гласность и открытость, то, чего мы и добиваемся. Поэтому мы на сегодня готовим больше 2000 наблюдателей. Это каждый участок будет иметь своего наблюдателя от общественной палаты. Люди компетентные, люди знающие, люди, принимающие на себя ответственность. Преподаватели штаба обучили уже 850 новых общественных наблюдателей в очной и заочной формах. Кроме них, в предстоящих выборах примут участие и общественные наблюдатели, проходившие обучение ранее. Мы проводим обучение наших общественных наблюдателей. Это обучение и в режиме онлайн, это обучение в режиме офлайн, то есть мы выезжаем по улусам и проводим обучение наблюдателей непосредственно на местах. Отвечаем на вопросы, разбираем какие-то сложные ситуации, ну и стараемся подготовить их для того, чтобы они могли очень внимательно следить за всем избирательным процессом. По всем возникающим вопросам относительно выборов можно обратиться в штаб общественного наблюдения. При необходимости можно получить консультацию юриста. В дни выборов будет работать у нас центр общественного наблюдения, который уже начинает работать на полную силу. Это режим работы будет 8-9 с 6 часов утра до 9 часов вечера, а конкретно в день выборов тоже с 6 часов утра вплоть до окончания выборов. На 3 дня голосования планируется направить в участковые избирательные комиссии всех районов республики 2400 наблюдателей. Желающих принять активное участие в выборах и стать общественным наблюдателем ждут в Якутске по адресу улица Курашова, 24, кабинет 401, а в муниципальных образованиях в местных администрациях. Мария Кардашевская, Семен Семенов, Якутск. 100 банок краски и каждая по 25 килограммов. Столько понадобится строителям, чтобы покрасить 110-метровую Миронинскую телебашню. Цветовая гамма останется прежней, бело-красной. 4 специалиста из Барнаула обновят внешний вид телебашни за 4 недели. Работники будут передвигаться на вышке постепенно, сверху вниз, в альпинистском снаряжении и красить конструкцию с помощью специальных распылителей с высоким давлением. В течение этого времени просим поблизости, в радиусе 300 метров от самой телевышки, не парковать и не ставить машины во избежание их попадания на них лакокрасочных веществ. Теперь вернемся к спартакиаде. По адаптивным видам спорта награждены победители и призеры соревнований по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Так, на дистанции 100 метров среди женщин чемпионкой стала Лилия Егорова из Якутска. Также победу на дистанции 100 метров одержала Нургуяна Яковлевна из Нюрбинского улуса. Среди мужчин на дистанции 100 метров выиграл Ренат Жангиров из Мегино-Кангаласского района. На дистанции 100 метров среди женщин в еще одной дисциплине звание чемпиона завоевала Варвара Наумова из Горного района. Среди мужчин золото взял Роман Ибрагимов из Кобяйского района. Участие в соревнованиях по волейболу сидя примут 204 спортсмена в составе 13 женских и мужских команд. Отмечается, что в заявке на участие включены 1 мастер спорта международного класса, 7 мастеров спорта и 14 кандидатов в мастера спорта. На предварительном этапе команды разделены на группы А, Б, В и Г. Финальные игры пройдут в воскресенье. В борьбу за медали по голболу вступили 13 мужских и 13 женских команд.
Больше 30 лет в Нерюнгри работает яхт-клуб «Парус». Если раньше это был детский летний лагерь дневного пребывания, то сейчас общественная молодежная организация развития водных видов спорта. В республике парусным спортом занимаются только в Якутске и Нерюнгри. Воспитанникам тренеры передают свои знания и опыт. Подробности в сюжете. Еще натягивай, не бойся. Тяни, еще. Все тренировки в яхт-клубе проходят под строгим контролем опытного наставника. Безопасность детей на воде и на суше – приоритетное направление всей работы. Перед тем, как спустить яхту на воду, ребята изучают теорию. Учат все названия, практикуются завязывать узлы, собирать и обслуживать яхты. Теоретические занятия проводятся. Там целое, как правило дорожного движения, есть правила на воде, гоночные правила. То есть, как собираются яхты, снаряжаются яхты, управление яхтой, теория, в общем, все это включает в себя. Сезон работы начинается с середины июня и продолжается до середины августа. За это время воспитанники обучаются технике хождения на парусной яхте «Оптимист», на которой ребята постигают азы парусного мастерства, тренируются, занимаются водными лыжами, вейкбордингом и другими водными видами спорта. Первый раз я пришел, мне очень понравилось, благодаря тому, что я могу походить на яхтах, и много здесь есть развлечений увлекательных. Мне очень нравится ходить на яхт-клуб, потому что нас научили ходить на яхтах. Еще тут много разных развлечений. Нас учат дальнейшему, как нам правильно ориентироваться по ветру, ходить на яхтах. За все годы здесь выросло не одно поколение. Яхт-клуб «Парус» имеет богатую историю и немало достижений на различных соревнованиях. Молодые люди в возрасте от 12 лет не только соревнуются, но и сталкиваются лицом к лицу с силами природы. И они знают, что парусный спорт – это не только интересное увлечение, но и тяжелый труд, воспитывающий в человеке такие качества, как выносливость, ответственность и стремление к победе. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Баба-Яга на конкурсе красоты. Песни собственного сочинения и сало в ржаном хлебе могли увидеть и оценить участники турслета «Мурбай» в Ленском районе. Главным мероприятием в походе стала полоса препятствий, но организаторы позаботились и о досуговой части. Подробности у наших коллег. Походная палатка в роли гримерки, а вместо визажистов – толпа комаров. Непривычная атмосфера для подготовки к конкурсу красоты. Да и персонаж мало тянет на роль первой красавицы. Казалось бы, какая мисс из Бабы-Яги. Алена Ларионова доказала обратное. Даже Баба-Яга может быть привлекательной. Хочется все равно быть обаятельной, не просто там смешной и ужасной, а обаятельной, потому что мы все-таки девушки. Хочется, да, обязательно глаза накрасить, губы. Ну, чтобы было бы симпатично. Ну и, видите, да, парик такой мы взяли необычный, кудрявый, ну, чтобы это была Баба-Яга такая, скажем, эксцентричная. И таких обаятельных участниц на туристическом слете «Мурбай-2023» было 9. Некоторые девушки выступили в национальном якутском костюме, а кто-то предстал в образе жгучей испанки. Главная часть турслета – спортивная полоса препятствий. Но организаторы подготовили большую развлекательную программу. Творческие конкурсы показали – в Алмазном регионе живут не только спортивные, но и талантливые люди. Птенец у гнезда, иван-чай у крыльца, рай комариный. Лето пахнет дождем, теплым дождем и спелой малиной. На-на-на. Песню и музыку про якутское лето и тайгу Лариса Ковальчук написала сама. Знала, что будет конкурс бардовской песни. Участникам композиция пришлась по душе, хоть и слышали ее впервые. Подпевали все. Ребята попросили придумать песню легкую, у которой будут простые гитарные аккорды, которую можно будет легко исполнять, без каких-то вокальных данных. Туристический слет не обходится и без вкусного конкурса. На завтрак туриста команды готовили изысканно и профессионально, будто блюдо из ресторана. Не помешали и полевые условия. Так как уха без полена – это просто рыбный суп. Уха из карася, ржаные гренки с чесночным маслом и таежный брусничный чай. Чтобы попробовать и оценить обилие блюд, жюри понадобилось несколько часов. Когда ребята собираются к нам, каждая команда готовится искренне
пытаются пройти по всему положению, чтобы подготовиться к каждому конкурсу. Конечно, не всегда это получается, но тем не менее для меня очень тяжело отметить, потому что есть молодые команды, молодые ребята, которые веселые, задорные, они запоминаются своей искренностью. Есть команды, которые уже совсем давно с нами, и здесь уже у нас есть общие какие-то впечатления. В каждом конкурсе жюри определили победителей. Без подарков и призов не уехал никто. Но, как признались сами участники, главная награда на туристическом слете – это встреча со старыми друзьями, новые знакомства и положительный заряд энергии на весь год. Анна Брущенкова, Дарья Боискорова, Алексей Меркулин, медиакомпания «Алмазный край». Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.